Таджикистан готовится к запуску Рагунской гидроэлектростанции. Сегодня заработает одна из 6 турбин. Мощность каждой 600 мегаватт. О масштабном проекте расскажет шеф Среднеазиатского бюро Роберт Францев. Храм света и тепла – великая стройка века. Именно такие эпитеты в Таджикистане используют применительно к Рагунской гидроэлектростанции. Строительство ГЭС возведено в ранг национальной идеи. Курирует объект лично президент Эмомали Рахмон. Глава государства неоднократно обещал, что с запуском Рагуна для Таджикистана наступят светлые времена. Вода для республики не просто источник жизни, но и главный энергетический ресурс. При этом Рагун – это еще и долгострой с действительно непростой судьбой. Строительство началось в далеком 1976 году, но после распада СССР и последующей гражданской войны было заморожено. Сейчас, когда водохранилище только начинает заполняться, таджикистанцев уже переполняет радость. Радостно заполняется. Когда мы прокрутили агрегат, это было так приятно. Это начало, знаете, перелом психологии. Все думали, что невозможно. Из той оборудования, которое мы покупали, так, якобы невозможно собрать агрегаты. Нет, мы работали с заводчанами нашими. Это два агрегата нашего советского периода. ГЭС унаследовала все атрибуты всесоюзной стройки. Сам проект разрабатывался в Ташкенте, генераторы из Харькова, а трансформаторы из Тольятти. Привлечение российских специалистов, впрочем, этим ограничилось. Тестирование ГЭС проводилось силами Всемирного банка. По проекту «Рагун» самая крупная ГЭС в Центральной Азии. Тут у нас 3600 мегаватт мощности. Для достижения такой мощности нужен высокий плотина. То есть вот здесь вот это вот будет высота 335 метров? 335 метров высота плотины объемом 74,3 миллион кубов. На полной мощности выработка электроэнергии Рагуном составит более 13 миллиардов киловатт-часов. 6 турбин по 600 мегаватт. ГЭС удовлетворит спрос на электроэнергию в Таджикистане, а излишки Душанбе намерен продавать. Но такие объемы несут в себе и серьезный конфликтный потенциал. Долгое время соседние страны выражали опасения насчет того, что столь масштабный водозабор может негативно сказаться на балансе трансграничных рек, в частности Амударьи. В Душанбе обещают обходиться с живительной влагой благоразумно. На заполнение водохранилища Рагунская ГЭС уйдет 12-15 лет. Пример – еще одна ГЭС эпохи советских суперстроек. Сразу водохранилище не заполняется поочередно, постепенно, потому что вот если берем саму Нурекс ГЭС, в 1966 году перекрыли реки Вахш, начали строительство плотина, и в 80-й год потом закончили возведение плотина. И проектная отметка водохранилища Нурекс достигла в 1983 году. Связывая с Рагунской ГЭС светлое будущее, в Таджикистане имеют в виду не только электричество. В стране появятся новые промышленные предприятия и, что особенно актуально, десятки тысяч рабочих мест. Для региона Рагун может стать прецедентом в столь болезненном вопросе использования трансграничных водных объектов. Вода камень точит, и в том числе многолетнее противоречие государств, зависящих от согласованного использования этого ограниченного ресурса. В советские годы вопрос решался за счет тесной координации, затем на долгое время стал настоящим яблоком раздора. И вот теперь, когда страны делают попытки найти общий язык, Рагун может стать прецедентом и вернуть в регион хрупкий водный и энергетический баланс. Роберт Францев, Роман Байдаулетов, Таджикистан, Центральноазиатское бюро вестей. А теперь давайте посмотрим на карту. Рагунская ГЭС, расположенная в 110 километрах от Душанбе, станет 9-й по счету в каскаде гидроэлектростанции на реке Вахш. Активное возведение каменно-насыпной плотины началось в конце октября 2016 года. Плотина Рагунской ГЭС возводится в 2 этапа. Первый этап – это строительство дамбы высотой 135 метров. Второй этап – постепенное сооружение основной плотины высотой 335 метров. Сегодня высота плотины доведена до отметки 75 метров. Объем воды в образованном водохранилище сейчас составляет 214 миллионов кубометров. На стройплощадке Рагунской ГЭС работало более 20 тысяч человек. В строительстве и сейчас участвуют более 50 местных и зарубежных компаний. Проектная мощность Рагунской ГЭС составит 3,6 миллионов киловатт в час, а ежегодно ГЭС
ГЭС будет вырабатывать 13,4 миллиарда киловаттов часов электроэнергии.